Всем привет, друзья! Меня зовут Полина Долинская. Это выпуск «Испытано на себе», который мы снова проводим на воде. Если предыдущие выпуски у нас были такие более спокойные для каких-то речных прогулок, то сегодня мы попробуем немножечко ускориться. В этом нам поможет гидроскутер. Сейчас мы узнаем, как на нем можно отдыхать, для чего нужна эта установка, ну и, конечно же, как это использовать. Будьте с нами в течение всей программы, узнайте это самые первые. Роман, вы сегодня будете моим инструктором и будете меня обучать. Для начала расскажите, что это за устройство, для чего оно нужно, кому оно подойдет, кому по каким-то ограничениям, может быть, возрастным или любым другим, оно категорически запрещено. Это гидроскутер, с ним плавают под водой, используют для рыбалки, охоты на рыбалке, скажем, под водой, чтобы плавать рыбу, хватать. Возрастных ограничений нету, в принципе. Желательно где-то вот так, чтобы руки крепкие были, чтобы его можно было держать. С 12 лет можно, в принципе, без проблем. Какой у него принцип работы? Имеется как в виду? Как вот мы будем это пробовать? Можно над водой сначала, потом можем под воду зайти. То есть, в принципе, все это время я должна его держать? Да. Могут руки устать не с привычки, если так. Мне, в принципе, уже тяжело. Тяжеленький, да. А вот это что? Это была вторая скорость, мы ее отключили. Она, в принципе, сильно не нужна. Более быстрая, Более быстро, да, но мы ее отключили. То есть я должна это держать все это время? Да. И держать его на... А если у меня руки устанут, а я буду где-то там на середине реки, что делать? Вы просто газ отпускаете, отпускаете его, он сам всплывет, если что, за него держитесь, руки так расслабляете, чтобы он рядом был. И все, отдыхаете просто. В течение всего времени я вот эту педаль нажимаю? Да. Насколько у него хватает заряда? На минут 20, может где-то 15 хватит. Скорость где-то 5 километров в час, может быть, и глубина 40-30 метров может уйти. Куда? Вглубь. Я думаю, наверное, мы сегодня погружаться глубоко не будем, да. Без специального снаряжения. Что, кроме этого, у меня еще будет? Мне нужна маска, ласты, я не знаю, трубка, может быть. Маска, если хотите под воду, то маска нужна будет. Там под водой смотреть нечего. У нас реки не такие чистые. Там не чистое все, да. Погодные ограничения влияют как-то? Желательно в солнечную погоду, наверное, потому что если там что-то случится, там волны, допустим, будут, там шторм, там может быть, там случится ничего-нибудь. Это вид такого отдыха, приспособления для какой? Для прибрежной зоны, чтобы далеко не отлетать или отъезжать? Или все-таки можно как-то с одного берега на другой? Можно, если батареи хватит, можно с одного берега на другой. И если там, допустим, если вы плаваете, будет, чтобы это подцепить, чтобы видели, что вы там плаваете, все такое, и чтобы охотники не подстрелили там. Охотники? Могут. Подумают там. Животное Акула. новое. Какие-нибудь есть еще тонкости, нюансы для перворазников? Наверное, нету. Хорошо, давайте попробуем. Давайте.
показать? Вот, все, вот, да. Расслабься. Я не могу. Боже. Держи. Пускай он плавает в воде. Тут водоросли намотал. А он мне мог волосы намотать? О, я-то думала, будет скорость. Сейчас как полетим с ветерком. А почему у тебя он так утонул? Потому что я его вглубь толкаю. Так я толкаю, у меня не получается. Опа, надо руки чуть-чуть. Вот А. так углубляете его, раз, Ага. газ нажимаете, все, он поехал. Можно ногами чуть помогать. Руки выпрямляете, ну и все, он идет. Что, держу? Держу. Ой, я зацепилась. Вот здесь. Так, сначала утопить. Напрямую. Напрямую утопить. У меня вот рабочее место. Вот это. Так, еще раз. Напрямую утопить. Он не едет. Он у нее вниз толкайте его. Утопить. Утопила? Потом и немножко вниз его И наклонить. немножко вниз Потом утопить. подуем. О, А? я поняла. О. Что-то я прям утомилась. У меня руки устали, у меня так пресс напряжен очень сильно. Вам надо расслабиться. Если я Всё в расслаблюсь, напряжении просто. он уплывет. Так, утопить И газ. и газ. О, я поняла. Я поняла, как это работает. Вот сейчас как-то более комфортно. О, так он и разгоняться начал. Прям круто! Не скажу, конечно, что у меня напряжение ушло из рук, но в принципе это возможно, доступно. Я тут думаю, надо еще направление течения воды, да? Как-то контролировать. То есть по течению плывется гораздо лучше. Сейчас. О, боже мой. Так, на прямых руках утопить.
Мне нужна передышка. Оп. Чил. Ну, можно чуть-чуть и побаловаться. Это как? Здесь. Опа. Пристегиваюсь? Опа. Стягивайтесь. Ну, можно и на сабе так на нем поплавать. Чуть. Залезем. Так, подержать можете? Могу. Это прям для меня. Берите, друзья, на вооружение еще одно использование гидроскутера для ускорения сапов. А у него батарейка, да, садится? У него Он нет. как-то- Нет, да? Нет, Как будто он медленнее стал. носиться. медленнее. Это просто по течению поплыли из-за этого, кажется. А. Что, попробовать хотите? Держать его? Да, под водой. Давай попробуем. Утопить? Топить. Все, газ. Чтобы повернуть его, просто так вот руку поворачивать. Поворачивай. Ля-ля. Не утонул. Так, еще раз. Можете чуть-чуть его под сам засунуть. А, вот так. Ой, одинаково руки устают. Это не с привычкой, не всегда устают. Потом, когда к нему уже начинаешь привыкать, Сейчас чуть-чуть передышка. Да. Круто! Конечно, скорости немножко не хватает, хотелось бы прям нестись прям напролом. Но для начала попробовать, это очень даже интересный новый опыт. Ну и руки можно подкачать, да, так хорошо, так неплохо. Так что, друзья, вот берите себе в копилку идей летнего времени провождения. Вот такой
такой вот замечательный гидроскутер. Все, поехали на берег. На берег. На берег. Все, друзья, мы вернулись на сухую большую землю. Супер! Мокрая, да? Нет, нормально. Нет, понятное дело, там местами где-то есть, видимо, такие ямки, то есть вода чуть-чуть такая более прохладная. Но в целом ты вот весь в напряжении в таком находишься, я не знаю, там какой-то адреналин, эндорфин, все на свете выделяется, и уже вода холодной не кажется, уже это прям от тебя самого пар идет, потому что круто. Друзья, это действительно круто, это очень интересно. Если бы у нас, кстати, у нас в Якутии есть реки, которые наиболее прозрачные, то есть вот такой вот гидроскутер, он как раз-таки пойдет для тех, кто хочет попробовать себя в дайвинге, а также посмотреть, что там на глубинах морских. Но прежде чем вы начнете увлекаться и тем более профессионально, конечно же, соблюдайте некоторые рамки, то есть делайте все постепенно, потому что на большую глубину сразу лучше не опускаться, потому что резкий подъем, он может вызвать достаточно такие неприятные проблемы со здоровьем. В общем, делайте это все с инструктором, но для начала попробовать вы всегда это можете в пределах одного озера. Тем более, что у нас все есть это в городе, так что всем рекомендую, все на воду, все. Испытано на себе.